Мирлан Баевич, у меня вопрос следующего характера. Последние 2 дня в городе происходит, не только в городе, по всей республике захват. Имущество, зданий, государственного учреждения от имени революции люди собирают толпу 50-100 человек, приходят выгонять прежнее руководство и сажают. Например, вот аэропорт Манас. Стратегический объект, воздушный гавань нашего государства со своим военизированной охраной, правильно? Да. Очень большой коллектив, Да. но его захватили за последние 2 дня представители Атамекен и Республика Бабанова. Теперь я скажу вам конкретно, четко. И будет ли к ним применена ответственность какая-то? Вот немножко. Всех тот персонаж, я потом на русском, сперва на кыргызском. Давайте, мы в Кыргызстане проживаем. Я же ничего не говорю. Мы просто, чтобы всем было ясно, сейчас сперва на кыргызском, потом на русском. Мы занды талада азыр жоқ болды десе жаңылышат. Biz азыр ел көріп тұрады да. Ел не үшін? Что было, да? То, что было, это уже было. Действительно, то, что вот смотрите. Это не было справедливо. Было проведено именно выборы. Было бы выборы проведено абсолютно честно, такого картинка не было. Это во-первых. Было сплошной бардак, именно правительство, именно во всех министерствах. Везде Кыргызстанда бар, қошаматшылық деп қойды. Ана 200-лік деп қойды. Ар қандай сұранып, біреуін қалса, қошаның негізінен болды да. Мен айтатыным ошо. Ақыбеті емне болды? Ақыбеті білінбей. Гос машина іштей береді да. Мен ордыма фильмді алып келіп қойсам арам болып іштей береді. Емнеге? Өздік қарам іштей. Бірақ башқа кеп. Егерде қиын учурда, баяғында қой таш болу келешегінде учурда, ошол адам чечим тууру кабыл албайбы. Ошондой кезекте билет. Ошондуктан ар бир жерде тажрыйбалуу, профессионал, чечкиндүү адамдар